Классикадан аманат булган курай, эпос, озон гөй, сәсән һүз, тирмә һәм башка асыл гәүһәрләребез газиз милли казаныштарыбыз булып кала. Башкорт халкын меңәр еллык тарихында йылыткан, илһамландырган, курсыган хазиналарыбыз, башкорт шәле, асалы баласы, бидәү, сигеү һәм ювелир сәнгате, агастан ырылган, таштан яки металлдан сүкелгән әйберләр арасында башкорт киеде дигән мөгъҗизәле яшәй. Тамга Республика Киев фестивален оештыручылар. Башкортстан Республикаһының халык иҗады үзәге, Урал галереяһы, Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты, Нестеров исемендәге Башкорт художество һәм һөнле сәнгать музее. Өфе калаһында үткән беренче асык Тамга Республика Киев фестивалендә 4 күргәзмә залы эшләне. Фестивальдә катнашучылар Башкорт дәүләт педагогия университетының Киев үзәгендә мастер-класс дәресләренә йыелды. Артабан түңәрәк өстәл әңгәмәләре һәм фестиваль Киевен басу оештырылды. Было сделано, я считаю, очень много. И самое главное, много было полезного, в отличие от предыдущих семинаров и от мероприятия, которое проходило в прошлом году в Казани. Наши мастер-классы оказались более продуманными и более полезными для дальнейшей творческой работы. Вот если что-то есть сказать, я прошу вас высказаться, потому что дело наше общее, нужное, и многого еще нужно сделать для того, чтобы достичь, может быть, тех высот, которые были у нас, которых достигли в других регионах, где не было перерыва, как у нас в нашей стране, по известным причинам. В работе круглого стола принимают участие известные ученые, искусствоведы, педагоги, вообще художники и работники сферы искусства, культуры. События без преувеличения российского масштаба, события, имеющие большое значение для художественной культуры России, потому что с 90-х годов, когда центры тюркской культуры, как Киргизия, Казахстан, Узбекистан, частично, и, конечно, и Кавказ тоже, некоторые отошли от России, и тогда ответственность за развитие культуры, искусства тюркских народов, в том числе войлока, валяния, искусства войлока, пришлось на те республики, те регионы, где прежде бытовала традиционная культура, а потом, как вы знаете, после 17 года и на протяжении 70 лет очень многое утратилось, погибло. И вот сегодня делается невероятное усилие, и очень заметное усилие для того, чтобы возродить, восстановить утраченные виды художественной культуры. Я даже не могла предположить, что сегодня это так все-таки восстановится. Техника не утратилась. Гладкие волоки, в общем-то, делали в горно-лесной части, в Зелиловском, Хайбургском, Пугорчинском, в этих районах, в Пчелинском. Делали небольшие войлоки. Техника сохранялась. Но сильно была утрачена орнаментальная традиционная культура. Войлок важен в культуре тюркских народов, прежде всего потому, что это шерсть, так как материал шерсть, и техника работы с ним. Это главный символ в культуре кочевых народов. Символ, говорящий о том, что здесь находится пространство кочевой культуры, где кочевало племя. Здесь очень много символов. Они еще не все прочитаны. Они обозначены в самой юрте.
ведь юрта, жилище с одной стороны, а с другой стороны, в ровной степи, где одинаковая линия горизонта от края до края, юрта, представили древних тюрков, представлялась как мировая гора. Это космическое, вселенское понятие. И у жилища, и у этой мировой горы есть такие символы, как нижний, средний и верхний мир. Это все прочитывается и в жилище, и вот в этом символе мировой горы, который тесно связан с символом древа жизни, древа познания. И вот через этот символ мы тоже познаем культуру вот этих тюркских народов. Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында киев үбәге асылды. Уның җитәкчесе танылган рәссам Тәлгать Хәсән улы Мәсәлимов Башкортстанда киев баҫыу һөнәрен тергеҙеүселәрнең береһе. Ул җитәкләгән художество графика факультетында бынан 15 елдар элек киев баҫыу ентекләп өйрәнелгән студенттар диплом эштәре яклаган. Для нашего университета вот, художественная войлока имеет огромное инновационное значение, потому что мы считаем, что вот этот проект, если рассматривать его как проект, в перспективе он будет разворачиваться, мы только начинаем свою деятельность, имеет не только эстетическое, культурное, историческое значение, огромное научное, образовательное и воспитательное значение. Ну, хочу сказать, что в нашем университете создана научно-образовательная лаборатория, центр художественного войлока, где студенты своими руками могут вот такие прекрасные изделия создавать под руководством Талгата Хасановича. У нас существует музей войлока, где вот также собраны вот подобные экспонаты, образцы. Хочу сказать, что у нас развивается научное направление, связанное именно с художественным войлоком. И вот буквально в прошлом году мы с технологией художественный войлок вошли в реестр инновационных проектов Республики Башкортостан. В перспективе мы думаем получить и авторское свидетельство на нашу технологию, потому что она есть там элементы новизны. Уникален этот эксперимент тем, что им руководил художник, но не прикладник. Очень неординарный художник яркий, художник новаторский, но в то же время тяготеющий к истокам, к этническим мотивам каким-то. И вот эта работа по возрождению войлока задумалась как его большой такой художественный эксперимент. Задача была не просто возродить декоративно-прикладное искусство, именно промысел, но дать возможность развития художественного начала, развития войлока как вида искусства. И действительно, вот эта выставка, которую мы сегодня видим здесь, выставки, которые вы видели в предыдущие дни, они показывают очень большой рост. Войлок развивается сейчас по 3 основным направлениям. Первое направление – это традиционное. Это орнаментальные композиции, выполненные очень близко к тому, что сделали народные мастера. Второе направление – дизайнерское. Это, вероятно, то, что вы видели в нашей галерее в Центре художественного войлока. Это всевозможные арт-объекты, это всевозможные изделия, имеющие и прикладное назначение, но в то же время это больше эксперимент с формой и сочетание разных материалов. Войлок кожа. Казалось бы, несочетаемый даже войлок стекло, войлок дерево, войлок металл. То есть это вот такой дух экспериментации Талгата Хасановича, попробовать все и сделать максимум. И, наверное, сюда же можно отнести то, что делают наши стерлитамакские коллеги, Стерлитамакский педколледж. Совершенно потрясающие костюмы. Это, наверное, и Екатеринбург, Ольга Сокарева, ее костюмы, которые были представлены в Казани. Но вот третье направление, мне кажется, это то направление, которое можно обозначить как работа в рамках декоративно-прикладного искусства. Ведь, по сути, войлоки, которые мы здесь видим даже, они очень близки к гобелену. Но в то же время это не гобелен, поскольку у войлока есть свои специфические возможности. Войлок позволяет более свободно работать с рисунком, более мягко решать эскиз. Войлок позволяет добиваться такой акварельности, послойности, ну и, конечно же, благородства цвета.
цвет очень мягкий, очень плавно переходящий от одного тона к другому. И вот, наверное, вот эти станковые работы, они говорят о том, что изобразительное начало, как сказала Альмира Гайнулловна, оно будет очень активно развиваться в этой области. В целом, надо сказать, что работы становятся сильнее по композиции, более неожиданные, более изощренные, более тонкий, более графический рисунок, более отточенный рисунок появляется в работах на последних выставках. Ну и интересно то, что происходит такой эксперимент с фактурой. Появляются объемные элементы, элементы плетения включаются. И это все позволяет говорить о том, что войлок не стоит на месте, искусство войлока развивается и обретает новые какие-то черты. Здесь есть такие возможности работы в области подачи. То есть, наверное, интереснее будет подача, наверное, будут появляться какие-то новые способы оформления этих работ, что сделает их, вероятно, более интересными. И еще одна область, о которой надо особо сказать, это область воспитательная, педагогическая. Вот когда открылся центр войлока, когда открылась лаборатория войлока, то было очень интересно наблюдать за тем, как работают студенты. Работать начали студенты, потом приезжали учителя со всей республики пробовать этот материал. Когда наблюдаешь, видно очень большая такая увлеченность, поскольку эта деятельность, она не только художественная, она такая практическая. Материал можно попробовать, с ним можно очень интересно манипулировать, потрогать. И как любой материал, такой натуральный, природный, войлок несет в себе очень большой положительный заряд, такие какие-то терапевтические возможности. И, наверное, этот материал будет в дальнейшем использоваться очень активно в работе с детьми, поскольку вот на эмоциональное развитие детей, даже на их физические какие-то данные, вот тактильные ощущения, работы кончиками пальцев, все это будет работать. И наши студенты пробовали такую работу проводить и получили очень хорошие результаты. И детям нравится, и получают они очень много удовольствия. И результат получается замечательный, именно художественный результат. В Республике Башкортостан создано несколько обучающих центров на базе площадок, школ в разных районах республики, где дети могут сами приобщиться вот к изготовлению этих прекрасных изделий. Причем по технологии, которую вот мастер-класс Талгат Александрович проводит, это в течение урока какой-то простой образец, экспонат, что-то дети могут сделать. И, конечно, для нас глубоко символично, что вот в педуниверситете имени Мифтахиддина Акмуллы мы проводим международные акмуллинские чтения, украшением которого является также вот выставка войлока. Башкортостанда киез басу яңынан тергеделә. Был эш 2002 елда Ябьялил районында булып үткән ак киезгә басһам бөтә республика башкорт киезе байрамында һәм шул ук районның Бурангыл авылында киез семинарларында башланды. Өфе, Стәрлетамак, Благовещен, Шишмә, Бөрьән, Әбьялил яктарында киез менән эшләүче рәссамнарның яңа эшләре Башкортстан мәдәният министрлыгының Урал галереясында ел һайын куела. Республика фольклор байрамнарын бидәй. Мәскәүдә һәм Париж калаһында зур уңыш яулаган Тамга күргәзмәсендә башкорт киезе аеруча танылды. Әбьялил районының Урагыл авылында киез йорты төзелде. Случилось экстраординарное событие. Фестиваль войлока, развернутый на 4 площадках, практически как дочернее, если можно сказать, такое отпочкованное, ну я не знаю, как это назвать, мероприятие, предприятие огромного проекта профессионально-декоративно-прикладное искусство. Если бы не Центр народного творчества, ни Карима Шариповна, ни Талгат Хасанович, поддержанный этим университетом, ни кафедра, ни художественно-графический факультет, который, безусловно, создают все условия для этого, да, этого фестиваля бы не было. Вот эта мощная мастерская, где? Сразу же возник первый вопрос, который я увидела там. Да, работы – это настоящий художественный войлок. Моя точка зрения, войлок никогда и не был не художественным. Он не может быть не художественным, потому что мы сами себе противоречим. Мы же только что говорили, даже просто сделать черный, серый, белый войлок,
это уже красиво, правильно ведь, да? Это уже эстет, не надо на нем ни буквы, ни даты, ни орнамента. Просто что-то то мягкое, что может тебя согреть. Как это может быть не художественным шерсть? Если мы пытаемся воспитывать детей, если мы хотим, чтобы они были умными, тонкими, красивыми и так далее, мы должны показывать, что войлоки делать можно, а чего делать нельзя, на мой взгляд. Потому что если сегодня мы говорим о том, что войлок занимает такое важное положение вот в тех арт-объектах, как материал, да, в арт-объектах, которые существует сейчас уже арт-объект, и что войлок пытается соединиться с деревом, со стеклом, с металлом и так далее, мне кажется, вот эти соединения, их тоже нужно чувствовать, и не каждое соединение может быть выгодно войлоку. Нужно быть очень чутким по отношению к древним природным особенностям материала. Чутким. То есть пытаться включать новые технологии, пытаться вот что-то привносить новое, нужно очень осторожно. Вот мне это кажется. Потому что сама древность материала, она просит быть очень к нему деликатным. Давайте вот какие-то, кто что знает, вот не зря ведь я уже говорил и всегда говорю, что войлочники — это, наверное, самые добрые люди, самые бескорыстные люди. Вот смотрите, вот в интернет, кто что знает, все до каких-то мелочей выставляет туда. Вот возьмите живописцев, там графика, вот не дождетесь. Вот поэтому, наверное, вот войлоком, вот этим вот искусством не все могут заниматься. Тут происходит какой-то такой естественный отбор. И, наверное, вот поэтому получается, что вот постоянные участники вот этих вот наших мероприятий уже приглашают своих учеников. Эти ученики потом становятся уже учителями. То есть вот уже с самого начала происходила уже смена поколений. И мы, конечно, очень рады. Войлок совместил в себе огромное количество того, что утеряно декоративно-прикладным искусством практически сейчас, не знаю как, безвозвратно, или, может быть, это временная передышка. Вы посмотрите. Правильно, вы совершенно правильно сказали. Войлок стал исполнять функции гобелена. И я подумала, боже мой, как много сейчас богатых людей, имеющих дома, да? Часто стены как-то, может быть, не так, что-то такое сделано, какие-то синтетические материалы. Почему они не понимают, что купив вот эту потрясающе красивую, огромную, крупноформатное панно, они сделают что? Они сделают тепло своей стене. То есть, значит, в первую очередь он решил вот эти сложные проблемы ухода того, вот о чем я сейчас сказала, он вернул. Войлок при его орнаментике, а там ведь у них есть и великолепные орнаментальные вещи, где, на мой взгляд, ну просто идеальный вариант, я не знаю автора этой работы, белая такая есть работа, идеальный вариант вот этой интерпретации традиций и чувства меры. Вот просто фантастический, ну дидактический материал. Смотрите и, не вы, конечно, я говорю в третьем лице, смотрите и думайте, как нужно это делать. Да? Вот нам прям предлагают. И с другой стороны, я смотрю, боже мой, что же это такое? Как и в гобеленах появились не просто портреты, а жанровые сцены, фрагменты исторической темы. Вы представляете? Но как это сделано? Это сделано так, как вы делаете орнаментику, ту древнюю орнаментику. Пространство заполнено полностью. Я поняла, что там, оказывается, головы лошади, какие-то сложные ракурсы, где-то S-образные, даже какие-то романтизированные. А все, оказывается, заключается в том, что практически все поле занято этими фигурами. И они немножко орнаментальны, но при этом не теряют той информации исторической, которую они должны нести. Вот мы понимаем, что это всадник на лошади. Безусловно, техника, все понятно, правильно все говорилось, размытость и так далее. Но как это сделано? Есть и обязательно конструкция даже рисунка, вот там есть внутри. А с другой стороны, есть размытость краев, и с другой стороны, если отойти подальше, я вижу, что это какой-то странный новый орнамент, но с той древней, может быть, даже где-то кускарной орнаментальной основой. Понимаете? Это сделано удивительно. Я думаю, вот это имеет, конечно, право на существование. Появился вот такой войлок-гобелен. Понимаете? И это так здорово, так красиво. Вот я за такое новшество. Посмотрите, вас сейчас так много. Но почему вы не создаете свою ассоциацию?
Я объясню почему. Смотрите по проекту нашему. 97 год. Выставляет работу один художник, войлочник Ансар Галин. Один войлочник. Во втором году, вторая выставка ДБ, практически провал, войлока нет. Наступает третий год. Я не знаю, это осознание Каримой Шариповной и Талгатом Хасановичем ситуации. Но я все же смело написала, я считаю, что вот они осознали, что войлок-то, что-то случилось. И появились ваши семинары. У вас же есть Центр народного творчества. Такая колоссальная поддержка. Есть мастерская войлока. Почему вы не создадите свою ассоциацию войлочников республики? Вот я считаю, это необходимо. Думаю, все уже осознали, что вы делаете великое дело просто великое. Тем более на таком высоком качественном уровне, доказывая, войлок художественный материал. За практикой стоит теория. Вот мы с ней менее всего знакомы. Причем теория очень сложная. У многих думают, ну, была бы шерсть, ну, желание, смотреть книжки там, и орнаменты, что-то сделать. Совершенно все-таки это неправильная мысль. Потому что в самом народе за всем этим искусством стоит глубокое философское понимание жизни и того, что делали они в войлоке. И вообще вот даже эта наука, искусствоведение, область народного искусства, это междисциплинарная наука, вот это надо обязательно учесть. То есть за всем этим стоит, за изучением всего этого материала, исследованием этого материала стоит история, этнография, религия, религоведение, философия, безусловно, одно из первых, философия культуры того или иного народа. Ну, конечно, социальный, очень важный социальный аспект, вернее. Вот, какие слои населения могли делать войлок, и как они делали, разные слои населения. Это социальный аспект. И как сейчас, кому это нужно, как это нужно. Вот пишущему диссертации, вот нужно знать то, что у тебя сейчас перечислено, обязательно в первую очередь. Это перечисленные пункты говорят о том, что нужно углубиться в теорию народного искусства, общую теорию, и применительно вот к культуре кочевых народов, и в том числе к войлоковалянию. Давайте подумаем на тот предмет, а не сделать ли нам войлочный пленэр? С проживанием, скажем, в Авзелиловском, либо каком-то другом войлочном районе, в юрте, и возле юрты с катанием войлоков, с придумыванием тем. И, в общем, вот это вот такое предложение, просто для затравки. И фестиваль устроить вот таким образом. Мы говорили, что вот это вот дело, ремесло, искусство связано с образом жизни. Большинство, может быть, даже и все, занимаются войлоком, еще не просто художники, а и музыканты, наверное, в душе. Войлок для меня, во всяком случае, это вот, наверное, проявление такое же, вот как кубусь. Она, как и этот инструмент, появилась из недр земли, так скажем, и вот они идут параллельно. Может быть, и курай появится потом, потому что они вот единые, да? Вы смотрели на войлоки, действительно, вот они же единые. Башкорт киевенең милләт хазинаһы икәнен бөтә эшмәкәрлеге менән раслаусы тагы ла бер күренекле шәхес Кәримә Шәрип кызы Кайдалова. Кәримә Шәрип кызы Кайдалова Урал галереяһы мөдире. Әбьәлил районының Бурангыл авылында үткән кәеф семинарларын, тамга күргәзмәләрен оештыручы. Мәскәүдә Башкортстан көндәрендә кәеф күргәзмәләрен әзерләүче. Салават йыйыны байрамдарында тирмәләр конкурсын йыючы. Ашказар таңдары фольклор байрамдарында кәеф, балав, шәл, сигү осталарының эштәрен куючы. Изначально я хочу сказать, что мы очень правильно сделали, что войлоком занялись люди 3 направлений. Я имею в виду Республиканский центр народного творчества,
Башкирский государственный педагогический университет и наше телевидение ГТРК Башкортостан. В принципе, вот это и позволило в Войлок как можно больше вот этот эксперимент распространить на как можно большее количество народу и найти как можно большее количество единомышленников. Тормыш үзен кешеләрне шуңа этәргән инде, шуны менә шөгыльләнергә, булышырга Киев менән. Әлеге вакытта инде Киевгә килгәндә ул бына кешеләр менә тулган инде, магазинда төрле әйберне һатып алып була инде. Менә үзенчәлекле, үз кулы белән эшләнгән, беркемдә лә булмаган эште менә Киев менән эшләргә була. Эксклюзив дип әйтәләр инде шундый хүзе менән. Эксклюзив әйберләр эшләргә була. Чөнки кешеләр хәзер хугаган бына үзенчәлеккә хугаган. Киев басканда кеше яһалма була алмай. Ул аңа ысын ян биреп, көз биреп, тир түгеп кенә эшли ала. Аны еңелсә генә, халкынса гына, шул көз бирмәенсә генә басып эшләп булмай. Аңа бөтә күңелен биреп, бөтә янын биреп, хәтта тирләр түгеп, шуны менә бергә кушып матур гына әйбер сыгарга була. Бына мин үземдә алганда, Киев менән шөгыльләнә башлагач, мин үземнең күңел күзләрем асылып китте дип әйтергә лә була. Чөнки мин матурлыкка, сәнгатькә күзләрем асылып китте. Мин шундый дөньяның матурлыгын күрә башладым. Үзенчәлектәрен, менә табигатьтең, агастарның менә карап тораһың, йөреп тораһың. Аны ничек Киевгә эшләп булыр икән дип һәм сәнгать кешеләре инде менә уларның матур киезләре күп. Менә безнең кызлар, Стерлитамак кызлары, Оля Литвиненко, Гүзел Мөхәммәдиярова, улар менә искитәрлек киезләр эшләйләр. Мәктәпләрдә аны тергезергә була, менә мәктәпләргә хезмәт дәресләренә лә кертергә кирәк. Чөнки безнең балалар менә әлеге вакытта улар күп вакыт бирәләр информацион уеннарга, телевизор, компьютерларга. Киев бит ул кешене үстерә, кешенең көсөн, балаларның менә әлбиттә балаларга барганда балаларны нык тәрбияләй. Һәм эске тойгыларында, тышкы сифаттарында, көз, физик яктан да балаларны нык тәрбияләй Киев. Германиялы немец халкы инде үзләр әйләндереп, үзләренең методика эшләп алдылар. Безнең үзебезгә лә хас халыктан килгән методика. Безнең бит борындан килгән өләсәләрне, картнәйләрне балалар да Киев басыштылар бит инде. Улар да төрле һөнәрләрнән авылларда картатайларга өләсәләргә ярдәм итеп торып тордылар. И нинди халык сыкканлык, шундый менә 12 яшькә, 17 яшькә балалар үзләрен менә даже фотога караһаң да, элекке яшьләрнең менә хатта карыштары ла икенче төрле башкасы. Улар менә үзләрен ничектер бу тормышта уже нык тоялар, нык басалар ердә. Чөнки кул эшләре менән төрле әйбер менән шөгыльгәндә баланың ян да, тән дә ныклана инде, үсә, тәрбияләнә. Курсактарым бар ие. Менә бу минең беренче курсагым дип әйтеп була. Менә шул әлеге методика килгәндә шунда без эшләгәнек урыс әкиятеннән Марусканан персонаждар. Менә өйгә Башкортстанга үз туган йөрмә кайткас инде. Шунда без Пензенский областька баргайнык. Анда без шул балаларга нимә белән Киевдән нимәләр эшләп була дип безгә курсактар эшләп күрһәттеләр инде. Бына өймә кайткас минең күңелемдә картнәем образы туды. Менә минең картнәй без тәтәү дип йөртте Кучалы районында, үзебезнең туган яктарымда картнәемдә. Тәтәү минең менә гел йөн иләп, итәгендә Киевле айлап кыз, йөн тетеп, йөн иләп, нашлай дип утырган булгайны һәр вакыт. И менә картнәемдә килү менән мәйтәм, тукта, бу мин хәзер йөн менән булыша башланым. Бына мәйтәм бит картнәем шуның менән дә шөгыльләнгән. Шуның өчен мин
нисек әйтәйем инде, тормыштың куласаһы мине икенче рәвешендә икенче барбер шул йөнгә килтерде инде. Беренче курсагым менә минем картнәем шундый бу килеп сыкты барлыкка. Ул менә шундый курсак булды. Анда минем тагын курсактан әсә курсагы булды. Шуннан көянтәле кыз һәм улар өс курсак өс мизгел катын кешенең өс мизгелен билдәләгән күк барлыкка килделәр. Яшьлек, уртанчы вакыт, менә олуг вакыты инде менә олы. Шундый өс курсагым барлыкка килгән. Войлок у нас достаточно уже прочно вошел в художественные галереи республики. Не только в наши художественные галереи, но он уже проехался и до Москвы, и до Рязани, и в Париж побывал. При слове «войлок» уже добавляется приставка «башкирский», значит, он узнаваемый, значит, он этничный, значит, мы не выплеснули самого главного в нашем войлоке, его этнического начала, его такого коренного, глубинного свойства не выплеснули. А это самое важное, на мой взгляд. И при этом у нас войлок уже перешел в разряд профессионального ремесла и, в общем-то, даже искусства, кстати. Есть уже члены Союза художников. Это Гузель Мухамедьярова из Стерлитамака, Оля Литвиненко. Гузель Мухамедьярова даже стала лауреатом молодежной премии имени Шейхзады Бабича. Это тоже признание. Именно с работами по войлоку. И наш ведущий главный музей, Нестеровский музей, он даже закупил ее работы. Ну, авторы этой выставки совершенно замечательная семья. Татьяна Фидаиль Хабибулина супруги и их дочка, старшая дочка Юлия. У них еще, правда, есть младший ребенок, ему 10 месяцев. Он пока еще ничего не делает, он только шерсть глотает еще пока. А вот они все, кстати говоря, не просто занимаются войлоком, а уже можно считать их мастерами. Татьяна приезжала на семинары к нам в Абзелиловский район. Вот. Затем она вовлекла свою дочку, значит, какой-то период уже прошел. Ну, а последним присоединился папа, и папа как-то так мужской рукой основательно уже как бы поддерживает их очень хорошо. И надо сказать, что не только он свою семью поддерживает. Оказывается, вот я узнала об этом, правда, совсем недавно, но есть решение о том, чтобы при Чешминской детской художественной школе директор школы выделяет помещение для мастерской войлока. Увлеченные педагоги Татьяна и Фидаиль, они сумели увлечь детей. Вот Фидаиль мне рассказывал, говорит, поначалу дети приходили, говорили, сараем пахнет, а потом забыли про сарай. Потом вдруг оказалось, что кроме запаха сарая, тут еще есть кое-какие интересные творческие вещи. И самое интересное, вот мы разговаривали с ним так вчера, пока монтаж выставки шел, он говорит, вот домашние бабушки так обрадовались и стали просить, ты принеси, покажи, что это ты там делаешь. И говорит, так были растроганы. Значит, в самом народе-то еще ничего не забыто. Хотелось показать не только свою работу, показать работу своих учеников, показать работу своего ребенка. И поэтому мы приняли участие в этой выставке. И, знаете, хочется еще сказать, что чтобы все молодые семьи, которые вот образуются вот в этом году, пусть они придумают для себя какую-то традицию. И эту традицию пусть они передают своим детям, своим внукам. Мы обсуждаем эти темы. Вот Юля делает эскизы, мы всей семьей обсуждаем. Я делаю эскизы, всей семьей обсуждаем. Также и происходит с Татьяниными работами. И все-таки, когда работа поддерживается еще семейными, в семье, это уже на работе работает интереснее. Все-таки с детьми там тоже, там 20 человек у меня. Они все хотят, все требуют, когда же мы будем заниматься войлоком. Даже родители, бабушки и дедушки согласны нам расчесывать шерсть, готовить уже, они согласны, лишь бы с их детьми занимались. Серию работ сделали они, бабушки просили принести. Они не верили, что действительно их внук
или внучка сделали эти работы. Они говорят, принеси, покажи. Летом мы валяем войлок в бане, потому что это удобно. И как-то однажды мы делали войлок, и пришел сосед, но он уже пожилой, в возрасте, ну, что-то попросить по хозяйству, там, по-моему, топор. Он пришел, зашел в баню со своей просьбой и увидел вдруг, чем мы занимаемся. И вообще он забыл то, вообще, зачем он пришел. Он прям прослезился и говорит, вот я почувствовал этот запах, эту атмосферу и вспомнил свое детство. И говорит, дай Бог вам всем здоровья, то есть то, что вы этим занимаетесь, это так замечательно. Я, говорит, вспомнил этот запах, и нам было очень приятно. Человек один раз попробовавший вот эту вот шерсть, вот этот войлок, валяние войлок, он никогда не бросит. Всегда будет рядом присутствовать войлок, его запах, его его мистический, вот как Юля говорит, материал, говорит, мистический, говорит. Он в то же время как капризный материал и в то же время податливый. Вот выкладываешь одно, в процессе валяния немножко сдвигается, вот эта композиция чуть-чуть передвигается, и получается совсем новая вещь. Одну работу 2 раза повторить практически невозможно. Шерсть такой материал, он, конечно, капризный, но он дает возможности себя приручить. Как и все женщины, мне хотелось создать какую-то вещь, которая бы имела практическое назначение. Поэтому у меня появилась такая серия сумочка и бусы. 2 комплекта. Здесь сумка цельная, свалена, то есть не раскроена частями, она здесь цельная вся и с использованием наших башкирских природных камней. Это яшма наша башкирская, но здесь, конечно, текстиль. Здесь текстиль. И, трудно катать. Что говорить об этом? Конечно же, здесь есть помощь моего мужа. Именно когда укатать надо было, чтобы это было очень плотно, чтобы это было прочно. Но остальное, конечно, эскизы, декор, и украшения, это все, конечно, вот обсуждалось, и все. Это вот уже мое, конечно. Здесь прослеживается мотив с башкирского эпоса «Мать-земля, волчица». Вот она, хребет волка, это наша земля полукруглая, пасутся лошади, дальний план лес. И можно назвать это даже охотой или же борьба противоположностей. В жизни всегда так происходит. Но у меня есть еще идея, конечно, вот по башкирскому эпосу делать войлок. Потому что башкирское и войлок, они должны идти всегда вместе. В этом его будущее. Как и прошлое, так и будущее войлока. Молодой зритель принимает это как будто бы охота. Волк вышел ночью на охоту, волчица, лошади пасутся, это значит добыча ихняя, все. Изначально я, когда начала заниматься войлоком, я делала традиционные войлоки, то есть просто из шерсти. А сейчас я уже считаю себя мастером войлока, поэтому я уже могу позволить себе такого плана работы, то есть вводить уже какие-то другие материалы. У меня появилась серия вот таких работ, они сделаны в форме свитков, и в них вложен очень глубокий смысл. То есть, вот как вы видите, там написана молитва из Корана. Сура «Предвечернее время» называется. Я даже ее зачитаю. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, клянусь предвечерним временем. Поистине, человек находится в убытке, кроме тех, кто уверовал и творили добрые дела». А эта работа у меня называется «У белой реки», то есть на башкирском «Аувидель Буэнда». Эта лошадь, она как бы и лошадь, и символизирует одновременно нашу реку Белую, и вот тут стилизованные такие юрты, то есть это башкирские поселения. Эта работа, она на многих выставках здесь по республике была пока. А есть такие работы, которые уже участвовали в таких серьезных выставках, как Московская молодежная выставка, которая прошла в прошлом году. И здесь, конечно, работы нету, очень жалко, но за эту работу я получила даже диплом член Союза художников России. Поездка была в Бурзянский район. Я думаю, что это вот как раз-таки последствия этой нашей экскурсии. Это Каповая пещера, это красивые леса, это горы, это лошади, которые пасутся у них все лето. Люди, которые Люди живут. замечательные, гостеприимные. Очень простые, гостеприимные люди. Вот мы там были
Максютова, по-моему, Улам, деревня. Казым. Да, мы абсолютно им чужие люди были, Да. но настолько такое отношение теплое, такая встреча теплая была, да, и мы там у них гостили. Я думаю, что это вот как раз-таки вылилось в такое произведение. Моя работа сделана не только из натуральных материалов, то есть вообще не добавляется никаких искусственных. И вот эта грива, она настоящая, это настоящая лошадиная грива, и хвост тоже настоящий лошадиный. Оформление папа помогал. Ну да, это по моему эскизу, а папа помогает. Без папки никуда. Самое главное, войлок стал интересен именно в учебных заведениях. К нему сейчас проявляют большой интерес в детских художественных школах. Если речь идет о войлоке в детской художественной школе, это значит, что войлок там осмысливается серьезно, и кроме того, он уже сразу осмысливается как художественное явление. Это, мне кажется, важно и нужно. Но, мне кажется, есть еще большие ниши, в которых войлок как бы должен существовать. Мне кажется, войлок должен вводиться в обычной общеобразовательной школе. Нет медицинских обоснований, таких научных медицинских обоснований о пользе занятий войлоком. Хотя, кстати, эмпирически как бы народ уже давно этот вопрос снял. То есть давно уже известно, что войлок полезен, что он как бы лечебен, целебен. Это давно известно. Войлок позволяет общаться вот где-то, ну, то есть это такая работа, когда коллективная, так скажем, да, когда один в поле не воин, и хочется где-то подправить, где-то, допустим, чтобы посоветоваться, так положить, допустим, какой-то цвет добавить или Помощь друга, легкость. помощь друга, да. Нужен, необходим, да. Опора нужна, да. И вот в этом общении больше дети как-то сближаются, дружат между собой, и работа происходит качественная, интересная. Для меня войлок давно известен, потому что у меня занимались и прабабушка, и бабушка, и мама была включена. Вот. И по рассказам мамы я уже начала сама пробовать именно что-то изготовить из войлока. Вот. Но мне не хватало именно опыта, именно вот технологии обработки шерсти. И благодаря этому фестивалю я все-таки научилась, я вижу, как это своими, считая, глазами, именно технология, вот эта сплоченность коллектива, все это дает, конечно. Для себя много усвоила, многое познала. Это были бы самые живые уроки. Потому что ребенок в работе с войлоком раскрепощается. Это техника, которая требует полной внутренней свободы. И кроме того, войлок, он чем хорош? Он очень благороден. Вот, например, если человек занимается рисунком, вот рисунок как так может вот и не получиться. Ведь не всякий ребенок до той степени одарен, или не всякий ребенок как бы очень хорошо вырос, да, творчески. А с войлоком проще, он очень благороден. Вы знаете, он все-таки будет фантазию. И там какая-нибудь растяжка вдруг начинает читаться как-то необычно. Там какое-то смещение вдруг приобретает какой-то другой смысл. Он все-таки очень свободен. Катание шариков тоже вещь интересная. Вы знаете, катание шариков с педагогической точки, на мой взгляд, тоже, наверное, полезно. Я вот не педагог, наверное, понаблюдала, как катают эти шарики. Во-первых, в теплой мыльной воде, да еще работа с шариком. Это какие тактильные должны быть ощущения и развитие какое должно быть. Вот. И плюс того, шарик ведь может быть разноцветным. Это ведь тоже интересно, что из него получится, какого он цвета, какие там получатся интересные рисунки. Это тоже интересно. И кроме того, вы знаете, вот когда его скатаешь своими руками, его бесконечно хочется в руках вот двигать, перекатывать. Он становится совсем... Он получает другое качество. А эти мячики, конечно, они были экологичные, и не жалко его потерять, не жалко, да, еще раз катаем, проблемка. И вместе с тем детвора как бы играл с натуральными вещами.
Я новичок на этом фестивале, но для меня он очень интересен, потому что впервые я с войлоком познакомилась благодаря Талгат Хасановичу. В рамках Дня открытых дверей в нашей гимназии Талгат Хасанович для учеников 6 класса показывал как раз открытый урок при работе с войлоком. И тогда я впервые с этой техникой столкнулась. Она настолько меня заинтересовала, мне захотелось опробовать самой, попробовать это все сделать. И затем я стала набирать очень много литературы. Все, что было связано с войлоком в интернете, в книгах, я впитывала как губка. А вот побывав на сегодняшнем фестивале, я попробовала это все сама. И знаете, что интересно? Чем больше работаешь в войлоке, тем больше хочется этим заниматься. Играючи все получается, очень легко. И, конечно же, обязательно, придя в школу, я с детьми это буду внедрять. Сначала, может быть, маленькими элементами, чтобы завлечь детей. А потом, я думаю, это их очень заинтересует. И мы будем не только делать какие-то панно, но в то же время будем делать элементы украшения для одежды, как подарочные какие-то варианты, чтобы войлок, тепло этого материала переходило из рук в руки, как это было всегда с давних времен у наших предков. У нас есть чисто башкирские районы в Челябинской области, это Аргаяшский и Кунашакский район. Когда я приеду в Челябинскую область, я буду разговаривать с главами района, чтобы как бы почву подготовить для развития вот этого жанра традиционного народного искусства у нас в Челябинской области. Может быть, сначала выставка, может быть, серия семинаров, может быть, обмен как бы мастерами. Наши мастера приедут к вам в район, который известен, вот Абзелиловский район Башкортостана. Возможно, абсолютно разные варианты, но нужно, чтобы вот так же глаза горели, как у ваших мастеров. Вот просто, вы знаете, вот я сейчас смотрю, когда делают общий войлок, насколько все едины, наверное, вот не случайно тоже вот войлоковаляние – это соединение частей в единое полотно. Так вот и мастера по войлоку, они друг за друга как бы цепляясь, да, во-первых, развивается этот жанр у вас в Башкортостане. Я очень рада этому и надеюсь, что Челябинская область тоже проникнется этим, ну, просто удивительным видом народного искусства. Вот это вот издание, оно было самое первое. Это выставка художественного войлока «Тамга», посвященная 170-летию Мифтахиддина Акмуллы. Мы специально посвятили, и выставка такая большая была у нас в галерее. Мы сделали это с любовью. Это самое наше первое издание. Оно может быть немножечко не совсем совершенное, но нам очень хотелось, вы знаете, запротоколировать, что ли, застолбить тех людей первыми, которые все это сделали. Вот здесь, кстати говоря, работа из Екатеринбурга Ольги Сокаревой. Она постоянно к нам приезжает, уже, скажем, это стала наша башкирская Екатеринбуржка такая. Мы ее очень всегда ждем, очень любим. Кстати, вот этот войлок, он из Хайбулинского района. Ему очень-очень много лет. И вы знаете, посмотрите, какой сложный был в народе войлок. Когда вот мы в литературе читаем, вот войлок, он имел такое сильно прикладное значение и использовался просто сильно в хозяйстве, и больше и особого декора не имел. Это не совсем верно, потому что посмотрите, какой красивый сложный рисунок. Вот это один из таких войлоков. А вот тут вот еще есть один войлок, которому более 100 лет. Этот у нас войлок хранится в музее в Абзелиловском районе. Вот. Так что о войлоке говорить как о вещи сильно таком простоватеньком, даже не простом, а простоватеньком, как бы, ну, немножечко легкомысленно. Но наши мастера, опять же, вот что мне все-таки кажется очень важным, и это я хочу подчеркнуть, все-таки этническое начало вот национальное, начало вот какое-то глубинное, вот свою принадлежность к этому каждый художник хочет выразить. Вот это вот, по-моему, Эйтвит, точно Эйтвит, девочка из Уфы, то есть эта девочка городская,
Она не из Абзелиловского района, не из Баймака, не из Глубинки. Она городская. Но вот она хочет ощутить собственные корни, хочет понять, вот свою причастность хочет как бы показать. Вот ощутить ко всему к этому. Вы знаете, это все равно внутри где-то живет где-то подспудно, а где-то, в общем, достаточно ярко. Мы этим занимаемся очень много лет. Основателем, конечно, этого направления является наш Аксакалов Хамитов Хуснутов Хайбулович. Он открыватель нашей специальности. И очень много было выполнено дипломных работ в этом направлении, курсовых работ. И преподаватели, очень увлекающиеся, дизайнер, который работает в этом направлении, он может создавать одежду, соответствует таким-то климатическим условиям именно этого региона. Почему? Потому что у нас климат какой? Ветра постоянно, зимой и летом. И вот эта вот войлочная одежда, а раньше башкиры делали суконную одежду, да, это чулки суконные, а и войлочные, суконную обувь. Тикмени суконный. Сам по себе войлок, я думаю, что он не только красив, но и имеет лечебные свойства. В школах какая-то пошла тенденция, что сократили уроки технологий, очень необдуманно, потому что школьникам это очень много отдает. У нас же все по полочкам разложено, шажире да к шажире, войлок да к войлок. Войлок – это такая же часть национальной культуры и нашей национальной составляющей, как и шажире. Войлок – это та же самая родословная. Причем это наша материальная культура, она может сохраняться. Не просто может, а должна сохраняться в сегодняшнем нашем дне. Естественно, она трансформируется. Без этого невозможно. Но она должна все-таки, трансформируясь, сохранять свою какую-то этническую прелесть, глубину этническую, принадлежность. И наш войлок, кстати говоря, в силу того, что мы это начали в Абзелиловском районе, в деревне Бурангул, где нам помогали совершенно замечательные женщины, бурангуловские, вот он как-то сразу был настроен на эту волну. Вот поэтому он и отличается каким-то этническим началом. Значит, мы не напрасно всем миром занимались его возрождением. Значит, он нужен, он востребован. И чем шире будет наша аудитория, чем больше людей будет этим заниматься, тем, мне кажется, полезнее для войлока и для людей. Потому что войлок очень благодатная и благодарная вещь. В 2008 году мы поехали в Москву на выставку. И, конечно, надо было люди, чтобы, во-первых, получили документ, что они участвовали в такой большой серьезной выставке. Ну и, кроме того, не солидно ехать без печатного издания. И мы его, конечно, сделали. Это издание совместное. Вот Министерство образования и Министерство культуры. Автор этого издания Талгат Хасанович Масалимов. Ценность его, знаете, в чем? Что он обобщил опыт очень многих войлочников, но в основу, конечно, лег наш опыт. Это и опыт Абзелила, куда мы в течение многих лет ездили и валяли этот войлок. И опыт войлочного центра, который существует при педагогическом университете. Кстати говоря, этот центр войлока, он же тоже создан с нуля. Это, надо сказать, спасибо руководству педуниверситета, которое все-таки пошло на достаточно большие расходы. Во-первых, выделило помещение для лаборатории войлока, для центра войлока, и плюс еще небольшой выставочный зал. То есть это очень хорошая база на сегодняшний день, которой, кстати, пользуется не только педуниверситет, но вся республика пользуется. Сегодня это уже учебник, это готовый учебник, по которому могут обучаться как в высших учебных заведениях, так в средних и даже в обычных школах. Это первая ласточка. Талгат Хасанович рассказал здесь очень много. И здесь, конечно, делается упор именно на художественную сторону войлока. Хотя, в принципе, здесь технология войлока тоже рассказывается. И про фельдцевание здесь рассказывается, и про традиционный войлок рассказывается. И про те другие техники, которые существуют в войлоке, здесь тоже речь идет. Беренче асык Тамга Республика Киев фестиваленең иң көтеп алынган өлеше фестиваль киеден басу.
бергәләп, күмәк өмә менән киев баһылдың бөтә ямен тәмен улар Әбьялил районы Бурангыл авылында өйрәнде. Әбьялил киев осталары яшь рәссамнарга, һәвәскәр киевчеләргә үзләренең бөтә осталыгын бирде. Иң мөһиме киевгә гашыйк булдылар. Уның халкыбызны йылыткан, һавыктырган мәңгелек юлдашы булуына инанды. Олы рәхмәт, якты хистәр менән кушып басылган Киевнең сихри көченә ышанды. Башкорт художество киевләре бүген хоклангыз иҗади казаныш булып әверелде. Нигезе халык тарихына, һөнәренә, рухына, мәдәниятенә тәрән ихтирам һәм мөхәббәт. Вы знаете, я ездила на международную выставку войлока, и в Турции была, и в Питере я видел. Там в основном как бы дизайнерский подход к войлоку. И он становится каким-то безжизненным, просто интерьерной, красивой, китчевой вещью. А вот башкирский войлок, это как раз-таки наоборот. Всю теплоту, всю архаику, все вот эти вот традиции, все это собрало. И он очень отличается от других. И вы знаете, чтобы проникнуться вот войлоком, и чтобы вот как бы понять его, обязательно нужно съездить и там вместе с бабушками, слушая их национальные песни, вот хоть один раз вот это вот прокатать войлок и испытать эти ощущения. Бурангылдар үздәре яракта алыста булһа кейездәре бында булгас миңа бында эргәмдә һәм кызларның бында булуы һәйбәт булыр иде, конечно. Бер килеп күрһәләр иде дип уйлап. Инде хистәрдә инде белмәйм инде нимә дип әйтергәләр. Бөтен булган яңалыктарды өйрәнергә тырыштым инде. Без кул менән генә эшләгән булабыз бит инде. Бында энә менән генә түгел, хәзер машинка менән дә эшләйләр. Ул машинкаһын да басып караным. Бик окшаны. Кызларга кайткан сөйдеп биткеһез тәсиратлар менән кайтам инде. Кызлар килеп күрһә үзләре аптырап инде бик канәгать кайтырдар дип уйлайм. Рәсил апайга рәхмәтемне белгергәм килә инде. Безгә Рәсил апай ошо көйдә башламаһа, без белмәстә инде. Көйдә йорты булмаста инде. Фуат Шарафутдиновичка рәхмәт. Ул эшләште. Иң алда Хадиса Раисовна эшләй башланы бит инде. Тамга фестиваленең олы киеве кемгә арналды һуң? Әлбиттә, ак киевдән ак тирмәләр курып яшәгән, ак киевләргә яшь киленен бастырган, сабый балаһын һалган, хөрмәтле ак хакалдарын утырткан һәм ак көн теләп, ак өметтәр менән яшәгән башкорт халкына арналды. Халкыбызның ак көнен яклап яу сапкан ир адаматтарына багышланды. Быел Бөек Ватан сугышында фашист илбасарларын тармар итүгә 65 ел тула. Башкорт атлы дивизияһы командиры Шаймыратов генералдың тууына 100 ел тулды. Тамга фестиваленең олы киевен Шаймыратов генерал фарманы менән яуга күтәрелгән башкорт батырларына арнаны яшь рәссамдар. Яугирларыбыз ат өстенә киев серге тыштар япкан, киев күләпәрә буркалар кигән. Киевнең эскизын Шәйхзада Бабич премияһы лауреаты, киев остаһы Гүзәл Мөхәммәтьярова эшләне. Укытучылары һәм Тамга фестивален оештыручысы Тәлгать Хәсән улы Мәсәлимов менән бергә кинәнеп киев басты осталар. Уларның бердәмлеге, иҗади ихласлыгы хокландыра. Башкорт аттары яу яландары буйлап сапканда, туган Агыйдел һавын һагынып сарсагандыр. Тамга фестивале киевен Агыйдел тулкындары сайкап балкытты, яктыртты. Ул киләһе күргәзмәләрдә бирәясәк, башкорт художестволы киеве данын арттырасак.